Я был записан лично на прием в администрацию президента по электронной почте, был записан. Но это должно было состояться в декабре месяце, а митинг, как нам известно, в октябре был. То есть он ускорил как бы передачу этих документов? Об этом подтвердил потом сам Ватовников, он сказал, к нам поступила какая-то так называемая коррупционная папка. Сейчас мы его вызываем из администрации президента людей, из управления, с правового управления должны приехать. Приехали и уехали. Но после проверки счетной палаты там выяснилось, что то, что мы там писали, оно подтверждается, и вообще объекты незавершенного строительства, так называемые, свыше 200 объектов, потому что на них не хватило денег там, или же что, мы не можем это утверждать, потому что следствие как-то не проводилось и до сих пор не проводится. Но я думаю, что вот так пандемия это помешала, но мы на этом останавливаться не собираемся, потому что это десятилетний труд наших товарищей. И, кстати говоря, одной из причин Октябрьского этого митинга была вот эта вот повальная коррупция. Скажите, речь идет о вот, десятилетнем труде, это правление Евкурова, экс-главы республики, да, в этот период времени, да? Да. А можете назвать сумму общих хищений? Вы же говорите о хищениях. Но что было установлено вами? Если следствие не проводилось, если бы нам давали... По вашим документам, допустим, по тем ответам, которые были у вас. Приблизительно. О каких суммах идет речь? Ну, наверное, несколько десятков миллиардов. Несколько десятков миллиардов. Да. Скажите, пожалуйста, возвращаясь все-таки к июньскому митингу 2 июня, хотелось бы услышать от вас роль Малсага Ужахова в этом митинге, вот, который состоялся все-таки 2 июня 2018 года перед парламентом. Что вы можете рассказать по этому поводу? Какова роль была Малсага Ужахова? Малсаг Ужахов присутствовал там на митинге, я видел, он стоял чуть позади этих выступавших Албагачиевмуса и Дауд. Ну, это вы уже просматривая видео, да? Да, я просматривал его внимательно. Почему я говорю, я когда приехал, я позвонил этому своему заместителю, я говорю, так, что уже разжили, да. Он говорит, я тебе видео послал видео, я внимательно все это читал, и там те провокации, которые там один в камуфляжной форме угрожал и так далее, много там таких. То есть это зафиксировано все, да, на этом видео? Скажите, так роль какова Малсага Ужахова? Он в качестве организатора, в качестве участника митинга, какова роль была его? Организатор митинга, я же вам сказал, организатор митинга — это партия защитники Отечества. За что моего заместителя потом привлекли к административной ответственности, и в том числе и Малсага Ужахова, я не пойму, за что. Так он был в числе организаторов или нет? Нет. Он как он там был, участвовал, но я же вам говорю, организатор митинга — это партия. Ну, я уточняю это, потому что для нас это важно. Потом, после этого мы это решение оспорили, и решение Верховного суда Республики, решение Багасского районного суда было отменено, и Минфину предъявлен иск о возврате 10 тысяч рублей моему заместителю. Подсудимых обвиняют в том, что некоторые из них в мае 2018 года создали экстремистское сообщество, и в рамках деятельности этого сообщества, вот в мае 2018 года, они в июне 2018 года организовали вот в этот самый митинг, про который вы говорите. Они организовали в рамках деятельности своего экстремистского сообщества. Вот их в этом обвиняют. Что вы можете по этому поводу сказать? Я еще раз говорю,
митинг был организован в нашей партии, раз. Второе, у меня с собой есть документы, я вам потом дам, пожалуйста. До этого мая, до мая еще, и еще ранее мы писали по этому поводу, писали письма в Минюст, чтобы пересмотрели этот закон. Оттуда мы получали ответ. Это в течение, наверное, почти года мы эту работу делали. Года до этого митинга вы имеете в виду? Конечно, да. Поэтому это именно в мае, там кто-то собрался, там кто-то кого-то чему-то убедил. Кстати говоря, в мае месяце об этом разговор не был. Вообще, у них, я не знаю, доставки не был. Мгм. И они, не занимались они этим вопросом, мы этим плотно занимались, поэтому я знаю, предварительно мы хотели, чтобы действительно на основании закона как-то этот вопрос решился. Прошло уже сколько лет, как эти выборы прямые отменили, поэтому надо было менять этот закон. Вы сказали, что Малсик был рядовым участником этого митинга, а вот Барахоев, Ахмед и Марсагов Муса, были ли они среди организаторов или участников этого? И Барах Чемузиев? Я вообще не видел. Среди организаторов? Я не видел. Нет. Ну вы же знаете, кто был организатором? Среди организаторов, Да. я еще раз говорю. Были только вы и ваша партия, Да. правильно? Ну, нет, только- Организаторы мы. Вот, исходя из вашего присутствия на этих митингах, кто лидер был, кто возглавил протестное движение против решений президента Республики Евкурова? Какие же люди были или нет? Я не увидел лидерства какого-то определенного. Если говорить о том, можно говорить о том, кто лучше выступил на этом митинге, кто лучше сказал, кто лучше донес до людей. Ну, кто там народ за собой, так скажем, вел в этом протесте? Вот такие лидеры были? Нет, я не заметил. Я То не есть видел. протестное движение без лидера. Абсолютно. Вот вы сказали, что вы пришли на этот митинг самостоятельно, брат пришел Да. самостоятельно. А речь идет о том, что были ли люди, которые, да, вот я задавал вам этот вопрос, он повторно, в принципе, был задан государственным обвинителем. Можете уточнить все-таки из тех людей, которые рядом с вами стояли, вы же общались с этими людьми на Да. митинге, выясняли, почему они пришли, наверное. Создалось ли у вас впечатление, что этих людей кто-то позвал и руководит всем этим мероприятием? Как это выглядело вообще? Ну, это был как порыв. То есть это было совестно. Каждый человек, даже если бы он не являлся гражданином республики, нарушение, здесь было явное противозаконное. То есть вы видели, что это порыв, да, Да. людей, Да. они, которые пришли на митинги. Так Да. можно ли было ли определить там лидера какого-то вообще? Нет, там не было лидера. И какой вывод ваш, что это было? Это протест, это Это было был что? протест людей против произвола, против вероломства власти. То есть народа, правильно? Да, В целом. да. Это было вероломство в чистом виде. То есть Со стороны со стороны главы республики и, можно сказать, и со стороны главы соседней республики, с кем было это подписано соглашение. подписано соглашение. Да. Это было шито белыми нитками, там видно было все. Это был обман. Это началось все летом. Так, Всё с чего летом. началось? Вспомните информацию. А информация была такая, что на наших землях, первая информация была, что на наших землях проводят какие-то работы. А кто проводит? Была информация? Чеченской стороны. С чеченской Да. стороны. На вас повлияло именно это, Именно правильно? это, да, то, что на наших землях, потому что, насколько я знаю, я сама родилась в Сунжинском районе,
Именно это касалось Цуминского района, так как в детстве мы проводили в этих селах. Я помню, как родители знакомили меня с этими башнями, это все наше историческое корень. Вас это возмутило? Да, это меня возмутило, и сейчас я тоже немножко нервничаю из-за этого. Скажите, пожалуйста, повлиял ли чей-то призыв, скажем так, на то, чтобы вы пришли на этот митинг, на вас лично? Нет, абсолютно никакого призыва не было. Чье-то лидерство, Не было, допустим? нет. Чей-то нет. авторитет? Если бы... нет. Я сама, и получилось так, что даже когда мы шли на этот митинг, люди просто собирались, просто со всех дворов, с окон кричали, мы тоже хотим, выходили сами добровольно, мы все шли толпой, гурьбой, и это было действительно очень, очень сплоченно, и это был действительно народный протест. То есть вы видели, что люди самостоятельно шли Да. на этот протест без влияния извне, скажем так, правильно? Да. Вот вы сказали, мы шли. Это как? Шли пешком? Да, Совсем? шли пешком, потому что нам, когда мы подъехали, я подъехала на автомобиле, нас уже район был оцеплен, нас не пропускали к митингу. Магаз был оцеплен, Да, вот это место да, было оцеплено? Да, было оцеплено, и нас не подпускали. И Машины? мы уже шли пешком, и по дороге все больше и больше нас собиралось. Выступали все. Выступать, выйти, выступить мог любой. Можно не ли только, было... не только вот сидящие. Можно ли было определить по выступающим, что вот кто-то из этих людей Нельзя. является лидером или организатором, допустим, Такого этого не было. мероприятия? Вот именно, почему народ и... Что народ ведут за собой. Почему народ и так вот объединился? Потому что видно было, что не было никакого организатора. Что видно было, что это был народный протест. Видно было, что это просто уже была последняя капля. После всего того, что происходило в республике при правлении Евкурова. Хорошо, давайте тогда вернемся. Вот после того, что происходило в республике в правлении Евкурова, что происходило? Что вам известно как жители республики? Народ просто страдал, потому что не было ни рабочих мест. То есть если человек по своему знанию дипломированный специалист не мог устроиться на работу, не заплатить какую-то определенную огромную сумму, какую-нибудь маленькую, огромную. То есть была коррупция, а люди просто реально бедствовали и бедствуют по сей день, конечно. Скажите, вам это известно из общения с людьми, с родственниками? Да, конечно. То есть Да, люди я об и этом сама тоже. Я сама пытались, экономист да? по образованию, и мне пришлось идти работать парикмахером. То есть вы не смогли тоже трудоустроиться, правильно? Да, потому что у меня не было определенной суммы. Скажите, пожалуйста, вот в мартовском митинге вы принимали участие? 26 Я не марта? успела. На мартовский митинг я была уже полностью разочарованная после тех событий, что были в октябре. А чем разочарованы? Разочарована тем, что Евкуров подал на свой народ в суд конституционный, 5-летний суд, я была на нем. И я, естественно, уехала с республики. Вы приезжали в Петербург на Да, я была. этот Да. суд, да? Я очень надеялась, что хоть там что-то исправится, что-то изменится, и закон о передаче земель будет отменен. Хорошо, тогда вернемся к октябрю. Скажите, пожалуйста, кого из подсудимых вы видели там? О чем говорили подсудимые? С кем вы лично общались из этих людей? Я со всеми общалась. Вы на митинге общались со всеми? Да, я помню их тоже. Они на сегодняшний день для меня стали просто жертвой. То есть я могла быть на этом месте, любой другой мог. О чем вы с ними Они общались? просто Что они жертвы. говорили? Что говорили? Мы, не то что они, мы все говорим на эту одну тему. На тему о том, что нельзя просто так отдавать земли наших предков, где стоят наши башни, где история наша. То есть, правильно я понимаю, вы общались, скажем так, этого не было по микрофону, вы в личных беседах практически Лично с каждым беседы, общались? Да, с каждым мы общались, и не только... Я просто вот даже знаю ситуацию, что были провокации на этом митинге, потому что я ночевала на нем. На Октябрьском, Да, правильно? на Октябрь, я и ночевала на нем, я знаю, что были провокации. Я прекрасно помню
старейшину Ахмеда, когда он бежал с больной ногой и останавливал эти провокации, останавливал молодежь. Я свидетель всего. То есть в октябре были Да, провокации, была Пароход провокация, Ахмед, была. вы лично видели, что он Я останавливал? лично, да, нет. Я То есть видела они людей. являются Нет. экстремистами, скажем так, экстремистами, которые пытаются людей спровоцировать, ведут за собой их куда-то. Сложилось ли у вас такое Нет, я впечатление? видела людей, которые болеют за свой народ, за землю. В чем Я не это видела. проявлялось? В общении с ними? В чем? Вообще не, как объяснить, Ну, своими словами объясните, как можно. чувствовалась боль, чувствовалось, что люди реально переживали эти события, действительно пытались какую-то последнюю правду найти. Это чувствовалось в каждом слове, это чувствовалось в каждом поступке. Это виделось в глазах даже. Я не знаю, как это еще объяснить. И я это чувствовала, поэтому я была до конца там. Скажите, вам известно, в чем обвиняются наши защитники? Конечно, не Да? ясно. Это просто бред. В том, в чем их обвиняют, это просто... Это... Они реально ни в чем не виноваты. Никакого призыва к экстремизму, никакой организации, к свержению там власти я не слышала и не видела и не чувствовала. Но видели, что пресекали, да, таких? Они пресекали, потому что провокации были, и каждый из них, каждый пытался, чтобы все прошло мирно и спокойно, чтобы все было благородно. Скажите, Мы все надеялись, что действительно правда восторжествует, а в итоге получилось сами видите как. Вы же ингушка по национальности. Да, Вы так особенности ингушской ментальности вам знакомы? конечно. Скажите, пожалуйста, у ингушей вообще возможно, что женщина станет во главе мужчин и будет командовать ими? Нет, конечно. У ингушей женщина всегда на ступеньку ниже мужчины. Ну, имеет свое Да. уважительное по Конечно. значению. Да. Скажите, если бы, к примеру, как вы считаете, женщина встала и начала бы командовать, в том числе и стариками тем более, как вы считаете, ее бы как-то попытались бы? Ее посчитали бы больной. У нас в республике как? Вагончик поставили, что здесь места нету, пошли раз и такую землю передали. То есть вы не согласны были с передачей Конечно. территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики по соглашению, правильно? Да. Каким-либо противоправным действием подсудимые призывали на мирном деле? Я не слышал. На осеннем, на весеннем? Я не слышал, не заметил. Скажите, пожалуйста, что вас привело на этот митинг? Почему вы туда пришли? Что привело? Да привело то, что все привело. Земля, которая у нас всю жизнь была одной самой такой волевой точкой, отдают кому-то без всякого решения. Народ там не присутствовал, никто ничего не знал, и тайно взяли и передали какой-то кому-то землю. Вот это же Кто передал, о чем речь? Поподробнее. передачу земли Кадырову. Это нас все взяло за сердце. Мы же знаем, с 1933 года у нас землю отбирают. И еще никогда не подумали, что тогда еще землю еще дополнительно отберут. С этого маленького клочка земли еще кусок оторвут. Я никогда в жизни не думал. То есть вас это возмутило, правильно? Да, поры сердце возмутило. Сейчас даже я вот не могу подумать, как это можно было сделать. Вы пришли на этот митинг по чьему-либо призыву, кто-нибудь призывал вас прийти на этот митинг, повлияло чье-либо решение или чей-либо призыв прийти на этот митинг? Повлияло решение Евкурова, на меня повлияло сильно. То есть на вас повлияло именно решение Евкурова передать эту землю? Да, это же возможно такое, я бы не подумал бы даже во сне, что так сделали. Нет земли, нет республики, нет народа, вот мы же знаем это. Создалось ли у вас впечатление, что вот Максагов, Барахоев, которых вы назвали, да, остальные вы не помните, сказали, да, на этом митинге, что они каким-то образом организовали людей для каких-то противоправных действий?
в отношении власти? Что, они сами себя враги, что ли, такое? Ответьте на вопрос, да или нет? Создалось ли у вас такое? Нет, не создалось. Не создалось. Хорошо. Скажите, пожалуйста, помните ли вы события 26 марта? Вы были на митинге 26 марта? 26 был. Были? С какого по какой период вы были по времени? Ну, с обеда до вечера, может, 5-6 часов. 5-6 часов вечера. Что привело вас на этот митинг? На Мартас? Опустили, абзац опустили. Смех был, игра был. Что за абзац? Где люди могли проголосовать, где надо провести референдум, именно вот это, если от народа что зависит, его опустили и... Опустили вы Парламент, имеете в виду, не утверждали, включили что- вы имеете в виду? А? Не включили вы имеете в виду? Не включили, там сказали, опустили, забыли или что-то там. И это уронили. Последняя чаша стала нашего возмущения, я вам скажу. Так. То есть, опять же, вы возмутились и пришли на этот митинг, правильно? Никогда не подумал, что глава администрации, который, каждый глава администрации свою территорию защищает, и гарант Конституции называется, он с легкой руки землю раздает. Как Кого вы это имеете в виду, когда говорите глава администрации? Глава республики? назвать я не хочу его фамилию, понимаете? Нет, есть глава администрации, есть глава республики, есть глава района. Глава администрации республики, как он называется, вот этот генерал бывший. Ну, назовите его. И я не Меня знаю, не о ком называли, речь. сказали, вообще не надо его называть. Усатый, короче. А кто сказал? Усатый. Подождите, кто сказал не называть? Я от себя не говорю, я сказал. Вы сказали, Да, что да. не будете называть Да, его, да. да? То есть, Я себе... Володимир. почему вы не хотите фамилию его произносить? Предатель народа, как можно называть фамилию, да? Он предал нас, все. Я понял. Завтра землю отдали, послезавтра республика отдали. Еще что остается? Ну, теперь понятно, о ком речь. Ну, помните, что звучало, да, что отставка? Ну, были люди, да, звучали, конечно. Как считаете, оправдано это, эти призывы были? Совершенно оправданно. Почему? Опять Потому же, что- вопрос такой самый. Ну, призывы в каком смысле? Они просили верхушки наши, кремлевские, там, Да. Мотовникова, просили, чтобы Елкурова назвал его. Забрали, да? Да, да. Не переживайте, страшного не произошло. Назвали, теперь нам хотя бы понятно, о ком речь. Что за абзац, расскажите, вот почему именно вот пришли именно до 26 марта? Вот. Почему так? Абзац, в котором сказано, что народ имеет право на референдум, в котором сам народ может выбирать, ну, право выбора границы земли, устанавливать границы своего суда. То есть вас возмутило, что у вас хотят это право забрать, правильно? я понимаю? Конечно, да. Скажите, вы видели кого-нибудь из подсудимых на этом митинге? Да, Помните? да. Кого видели? Всех По фамилиям назовите, кого видели. Барахоева вот я видела, Так. Завиха Саватеева видела, Так, и Марсакова. Мусу. Да. Так, вот видели, да? А видели, допустим, что Зарифа Саутиева выступала у микрофона, командовала, допустим, кем-то там на митинге, там, стариками, молодыми ребятами, среднего возраста, то есть мужчинами. Нет, не видела. Наблюдали? Вообще возможно это командовать, как вы думаете, на таком мероприятии или в целом даже в каком-то маленьком мероприятии, чтобы девушка, женщина командовала, Нет, какие-то команды отдавала? Нет. Возможно это в ингушском обществе вообще? Нет, невозможно. Только среди женщин и то младше. Скажите, а лично кого-то знаете из подсудимых? Нет? Не знаю. А с Зарифой Саутиевой общаться довелось вам на митинге? Не довелось, да? Но вы не видели никаких активных действий с ее стороны, правильно? Нет, абсолютно. Она была в вашем поле зрения, вы там наблюдали ее? Да. То есть не было такого ощущения, что она руководит, что она организатор, что она там какой-то лидер.
То есть Не было. женщины стояли отдельно, правильно? Отдельно женщины были отдельно, мужчины были отдельно. Мужчины были отдельно. А помимо Зарифа, может, кто-то там команду отдавал со стороны женщин, мужчинам, допустим? Я Давайте, не слышала. Я бы заметила, если бы это... держитесь, не видела, строй, не допустим. слышала. Это 26 число. Ну, мало ли, может, или 26. Это Василий. Может, там маневры А вдруг 26-го кто-то Смысл об этом? задавать такие вопросы? Ваша честь, я имею право задать вопрос. Правильно, но Вы же задаете да. право. Было такое? Нет? Не было такого, да? А вообще возможно такое, чтобы, допустим, я его задавал, конечно, вам, да, может ли девушка командовать, да, или женщина, мужчинами там и так далее, да? Но я все-таки задам, а организовать применение насилия вообще возможно это, чтобы женщина организовала такое в ингушском обществе в отношении властей вообще? Нет, конечно. А в отношении мужчин, просто мужчин, там группы У нас каких-то даже, мужчин? если мужчина младший, то уважает, пускай садится младше, если даже младше женщин. Не то, что старше. Спасибо, нет вопросов. Свидетель, скажите, пожалуйста, вы принимали участие в митинге, который проходил в 2018 году осенью Да, принял. в Республике Ингушетия в городе Милоц? Почему вы туда пришли? Я считала своим долгом туда прийти. В чем причина была? Причина была, можно сказать, даже и личная, потому что, если так честно сказать, то меня вынудил экс-глава, потому что если вернуться на 10 лет раньше, то я была в то время гражданкой Казахстана и была командирована от ингушской диаспоры города Алматы в Республику Ингушетия с официальным письмом просьбой. Это письмо гласило о том, что жители Казахстана ингушской национальности в письменном виде просили Егора, чтобы он выделил надел казахстанским гражданам с целью возвращения на этническую родину. То есть стоял такой вопрос, такая просьба. И я была откомандирована с этим письмом. Я пришла на встречу к Евкурову, мы обсуждали это письмо, после чего я получила ответ ясный и четкий. Евкуров сказал мне, что я же сказал вам, не обращайтесь ко мне по поводу земельных наделов. Я же сказал вам, что земли здесь нет, и через ближайшие 50 лет нам негде будет хоронить людей. Можете ни на что не рассчитывать. Это были его слова, сказанные мне прямо в лицо, в глаза. Естественно, когда прошло время, я уже стала гражданкой России, и я сейчас проживаю в Республике Ингушетия, меня не мог не волновать и не волновать этот факт, что территория, которая некогда издревле принадлежала нашим предкам, была передана вот так незаконным путем и отторгнута от состава, скажем так, Ингушской республики. Конечно, у меня зов сердца просто меня привел на этот митинг. Скажите, пожалуйста, речь идет о ингушах, которые проживают в Казахстане и были депортированы в 1944 году, правильно? Да, я понимаю? совершенно верно. То есть эти люди хотели, то есть вы один из тех Да. представителей, скажем так, они хотели вернуться на этническую Мы родину. хотели вернуться на этническую родину. Значит, Я еще в дополнение скажу, почему была причина, вот массовая причина возвращения ингушей, желания возвратиться на историческую родину. Ну, потому что были такие события последние годы в Казахстане, которые ясно давали нам понять, что вы здесь гости. Ну, это так и есть. Я на себе испытала. но вы все-таки вернулись, правильно? Конечно, я вернулась, да. Я вернулась, считайте, я вернулась на свою историческую родину, но в то же время я вернулась в никуда. Потому что моя мама была в младенчестве репрессирована. Они потеряли свое жилье, свою кровь. Да, вот сейчас это территория там пригородного района, правильно? Мой отец не смог вернуться в свой дом уже после того, как статус переселенца был снят, да, вот депортированных. В 1958 году он пришел в свой отчий дом, он не смог зайти в свой отчий дом, и сегодняшний день там живут другие люди. Он вернулся в Казахстан. Мой муж
Он Я извиняюсь, спокойно свидетель. ждал. Я понимаю, что вам эта тема больна, но поймите, у нас не этот судебный разбор. Давайте Мы не послушаем, можем да. столько слушать. Хорошо. Давайте мы все-таки к теме нашего Да, разговора. вернемся к теме, да. Скажите, пожалуйста, вы вернулись в республику, понятно, что в том числе у вас был личный мотив, выйти на этот митинг, потому что Евкуров, по сути, говорил, что имеет место малоземелье, и вам негде будет жить. И в то же время он передает часть территории, что вас и возмутило. Да, Поэтому я вы поняла. пришли на митинг, правильно? Скажите, пожалуйста, подсудимые, вот вы сказали, что лично не знакомы, но знаете всех, да? Они Да. каким-то образом повлияли на ваше решение прийти туда, на этот митинг? То есть усилили это мнение, скажем так, да? Повлияли ли они на вас каким-то Да нет, образом? конечно, не повлияли. Не Ни повлияли. в коем случае не повлияли, потому что я здесь всего-то живу всего 5 лет, эти события прошли уже 3 года назад, на тот момент всего 2 года, как бы. Я ни с кем лично не была знакома, вот так, чтобы кто-то на меня имел влияние какое-то. Нет, конечно. Видели ли вы или слышали, чтобы кто-то из подсудимых призывал к противоправным действиям или создавал какую-то там атмосферу для того, чтобы какие-то противоправные действия в дальнейшем происходили? Нет, ни в коем случае. Такого не было. Однозначно, потому что я, наоборот, поражалась мудрости и терпению этих людей, когда они вот действительно призывали народ только к порядку, только к закону, к соблюдению закона. Больше ничего я такого не слышала другого. Вы как психолог обнаружили какие-то признаки, допустим, по крайней мере, из того, что вы слышали на митинге, не только в отношении подсудимых, вообще в целом, психологические, может быть, вот, именно какие-то признаки, вот, нотки какие-то, которые могли бы привести к этому? Было что-то подобное? Нет, ничего подобного не было. И я еще добавлю, что, понимаете, что такое психолог со стажем и кто такой психолог без стажа, да? Все-таки какой-никакой стаж у меня работы есть. И в выражениях лиц, в поведении людей, в их вербальных жестах я разбираюсь очень хорошо. Поэтому я вам однозначно скажу, что люди с такими лицами, с такими выражениями лица, они не могут быть ни экстремистами, ни преступниками, ни кем-то другим. Понимаете, это люди, которые действительно порядочные люди. Я так считаю. Глядя на лица этих людей, я считаю, что это люди порядочные, просто болеющие душой за свою родину. И все. Вы имеете в виду подсудимых, правильно? Да, я имею в виду подсудимых.